Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующее распоряжение опубликовано 23 сентября на официальном интернет-портале правовой информации. Проект предложен российским правительством. Согласно распоряжению Минобороны Российской Федерации поручено провести с участием МИД России переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение. Напомним, что ранее 23 августа министр обороны России Сергей Шойгу и министр оборонного ведомства Абхазии Мераб Кишмари обсудили план сотрудничества Республики Абхазия и Российской Федерации в области укрепления взаимодействия вооруженных сил. Делегация Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кови, принимала участие в торжественных мероприятиях, посвященных 29-й годовщине образования Республики Южная Осетия. В интервью нашей программе Даур Кови рассказал об итогах поездки. Репортаж Амелии Бисмарк. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области вынес решение о провозглашении Юго-Осетинской Советской Демократической Республики. Именно с этого дня современная Республика Южная Осетия начала отчет своей новой независимой истории. Мероприятия в честь празднования 29-летия Дня Республики торжественно прошли в Цхинвале. По поручению Рауля Хаджинба в них принимала участие делегация из Абхазии во главе с Дауром Кове. На торжественном мероприятии зачитан приветственный адрес нашего президента в адрес президента Южной Осетии, народа Республики Южная Осетия. Были переданы приветствия. Могу сказать, что мероприятия прошли на самом высочайшем уровне. Руководитель внешнеполитического ведомства Абхазии встретился с представителями руководства Южной Осетии. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества и безопасности. На встрече и с министром иностранных дел, и с президентом Республики Южная Осетия говорили о ситуации, которая сегодня складывается на границе Южной Осетии и Грузии. При этом отметив тот факт, что те действия, которые предпринимает грузинская сторона, носят крайне неконструктивный характер и может, в принципе, впоследствии привести к определенной эскалации данной ситуации. Анатолий Ильич подтвердил то, что юго-осетинская сторона предпринимает все меры для того, чтобы эту ситуацию разрядить и привести ситуацию к той, которая она была до момента создания блокпостов грузинской стороной. В ближайшее время в Абхазии ожидают ответный визит представителей Юго-Осетинской республики. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение. В нашу редакцию поступило письмо от жителей села Пакуач, в котором они поздравляют Рауля Хаджинба с переизбранием на пост президента Абхазии. В своем письме жители села Пакуач желают вновь избранному президенту крепкого здоровья, кавказского долголетия и больших успехов в деле строительства и укрепления независимого абхазского государства. В Абхазском государственном университете прошла встреча ректора Олеко Гварамия с директором Государственного музея-заповедника имени Михаила Шолохова Ольгой Анистратенко. В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве. Подробности в репортаже Алеки Трапш. Приветствуя Ольгу Анистратенко, ректор АГУ Олеко Гварами отметил, что в Абхазии хорошо знакомы с творчеством великого советского писателя Михаила Шолохова, имя которого носит возглавляемый ею музей. На произведениях «Тихий дон», «Поднятая целина», «Судьба человека» они сражались за родину, выросло не одно поколение. Произведения писателя имеют не только художественную и эстетическую ценность. В них автор описывает проблемы человека в эпоху мировых и социальных потрясений. По мотивам произведений Михаила Шолохова снято немало кинофильмов. И отрадно, что Государственный музей имени великого писателя хочет сотрудничать с Абхазским государственным университетом. Мало сведений о том, что Михаил Александрович бывал в Абхазии. Но он бывал, да. Правда, следы этого посещения Абхазии, наверное, вам, молодым, будет очень интересно найти. То, что я скажу, что это великий писатель, ни для кого не секрет. Но для многих секрет, что это был в 34 года избранным академиком Академии наук СССР, дважды Герой социалистического труда.
Государственный русский музей-заповедник Михаила Шолохова известен во всем мире как уникальный памятник русской культуры, истории казачества, донской природы. Музей был основан 35 лет назад, чтобы увековечить память великого русского писателя. Ольга Анистратенко поблагодарила руководство Абхазского госуниверситета за теплый прием. Она выразила надежду, что сотрудничество с АГУ позволит собрать больше информации о посещении Шолоховым Абхазии и пополнить коллекцию музея. Мы знаем, что Михаил Александрович бывал на абхазской земле, но, к сожалению, у нас такие крохи информации об этом. Поэтому я обращаюсь к вам с большой просьбой вот поднять те материалы, потому что наш писатель всегда с большим уважением относился к тому месту, куда он приезжал. В Вешенской, к его дому просто не зарастала народная тропа. Я благодарна, что вы восприняли с такой благосклонностью наше предложение заключить соглашение о сотрудничестве. Я думаю, что дружба университета и нашего музея будет долгой. В рамках встречи ректор Абхазского государственного университета Олег Угварами и директор Государственного музея-заповедника имени Михаила Шолохова Ольга Анистратенко подписали соглашение о сотрудничестве. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В Абхазском драматическом театре прошел благотворительный аукцион под названием «Тепло рук» в поддержку подопечной фонда Ашана Мирославы Колбая. Все собранные с мероприятия деньги будут направлены на лечение девочки. Данный проект вызвал интерес у коллекционеров, меценатов, партнеров и друзей фонда. «Тепло рук» – проект, над реализацией которого несколько месяцев трудились талантливые друзья фонда Ашана. Идея организации проекта пришла автору коллекционных кукол Асиде Ахуба. Специально для благотворительного аукциона мастер предложила создать коллекцию кукол-птички. Для мероприятия Асидой было сделано 5 работ. 5 будуарных кукол из полимерной глины ростом 35 сантиметров. Куклы расписаны акрилом и пастелью. В тельце каждой куколки хранится ракушка с Черноморского побережья. Сама Асида не впервые участвует в благотворительной акции. Так ее кукла была подарена девочке с онкозаболеванием одной из подопечных благотворительного фонда актера Константина Хабенского. Видеть счастливые глаза детей и приносить им радость – самая настоящая терапия счастья, говорит Асида. Когда ты видишь вот эти восторженные глаза деток, да, которые вот на самом деле радуются, они, несмотря на свою тяжелую болезнь, они становятся с искренними улыбками, с лучезарными глазами. И это на самом деле вот для меня это невероятные эмоции. Я не могла равнодушно на это смотреть, и мне хотелось дарить эту радость и счастье просто бесконечно. После того, как куклы были готовы, известным дизайнерам в Абхазии и России предложили создать для них образы. На это предложение сразу же откликнулись Расида Лакова, Ульяна Сергеенко, Евгения Линович, Бела Лихова. Одну из самых красивых кукол в бирюзовом платье от Расиды Лакова из коллекции «Птички» сразу же купили. Кукла со стартовой ценой в 10 тысяч рублей была продана за 20 тысяч рублей. А самая большая сумма была отдана за куклу в черно-белом платье из атласа, автором образа которой также является Расида Лакоба. Кукла была продана с аукциона за 35 тысяч рублей. Помимо авторских кукол в поддержку подопечной фонда Мирославы Колбая на аукционе были выставлены и дизайнерские платья для женщин. Всего на аукционе было представлено 5 дизайнерских платьев, 4 из которых купили. Девушки, вы видите нежно-голубое платье Мари из вискозы и эластана. Размер платья S. В ходе проведения аукциона для гостей была организована и концертная программа. В ней приняли участие друзья фонда, известные в Абхазии музыканты. Еще один друг фонда Алхаз Джугелия представил на аукционе картину художника Беслана Лассурия под названием «Дом на улице Конфедератов». Картина была продана за 35 тысяч рублей. Также вниманию гостей было предложено авторское колье из натуральных камней эсмеральда. За него фонд получил 23 тысячи рублей. Сегодня на благотворительном аукционе я приобрела колье. Я впервые принимаю участие в такого рода мероприятии. Очень рада на самом деле такому событию в нашей стране. Хотелось бы сказать, чтобы это было добрым началом и чтобы такие благотворительные аукционы в нашей стране
проводились все чаще и чаще. Всего на аукционе было представлено 12 лотов, из них продано 11. Общая сумма вырученных средств составила 260 тысяч рублей. Все вырученные средства будут направлены на лечение подопечной фонда Мирославы Колбая. Проект «Тепло рук» объединил много талантливых, неравнодушных людей с добрым сердцем и умелыми руками. Гугут Савардания, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. В Гудауте завершился 22-й международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В турнире приняли участие юные спортсмены со всех городов и районов республики, а также борцы из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Северной Осетии и Чечни. Турнир проходил 2 дня. По итогам соревнований в своих весовых категориях сильнейшими стали Абаз Фетаглас, Манзух, Баданат Партанадзе, Артур Кешишан, Леонард Агрба, Мурат Пкин, Сармат Цугба, Эснат Арзенба. Лучшие результаты также показали спортсмены из Осетии и Чечни. С 29 по 30 сентября в Абхазии пройдет акция «Путь наших героев», приуроченная ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В акции уже изъявили желание принять участие 200 человек. Об этом Абснопресс сообщила член инициативной группы организаторов акции студентка Милана Ашуба. Акция представляет собой пешее шествие от Псу до Сухума с перевалом в Новом Афоне, где будет организован ночлег в палатках. По пути участники акции будут посещать все известные памятники, посвященные Отечественной войне. Акция завершится возложением цветов в парке боевой славы в Сухуме. Далее участники шествия присоединятся к торжественному прохождению войск. 30 сентября в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоится выставка картин художников Южной Осетии, посвященная Дню Победы и независимости Республики Абхазия. А вечером в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы и независимости Республики Абхазия. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.